погода в алмазной столице опять изменилась. Наверное, все-таки, я так подозреваю, лето закончилось. Илья пришел, водичку помочился. И, наверное, все, купальный сезон на этом закончился. В ближайшие дни погода, в принципе... В ближайшие дни погода вот такая. Ночью шел даже дождик. И днем, в принципе, обещают примерно вот такое. Да, вот тучки, облака, небольшой ветер. Но, с другой стороны, жара это уже, честно сказать, надоело. Блин. Мы все время жалуемся, что лето у нас короткое, лета у нас нету. Все у нас... Зима длинная слишком. Как только наступает у нас жара, мы начинаем жаловаться, что нам жарко. Да все просто. Мы просто не успеваем адаптироваться к нашему жаркому лету. Эти 3 дня, которые у нас стоит невыносимое жарище, блин, нам кажется, что все это конец света. И, блин, даже не знаю. И что с этим делать, никто не знает. Мы знаем только одно: когда приезжаем на побережье моря, там все хорошо. Там все замечательно. Мы ныряем в океан, купаемся в соленой водичке Черного или Азовского моря. Ну, кто иногда Средиземного. И только после этого чувствуем себя нормально. А в нашем суровом климате, с нашим коротеньким, но жарким летом, мы никак не можем адаптироваться. Да, было бы оно продолжительным, там, допустим, хотя бы месяц стояла такая погода жаркая. И, глядишь, мы бы это... по-другому бы ко всему этому относились. А для нас комфортная температура вот такая, 24 градуса. Дорогие мои друзья, а также гости нашего канала, я вас всех приветствую. И, как всегда, Мирный Лайф остается с вами. И мы для вас будем снимать новые серии, новые видео о жизни города Мирного, о жизни мирнинцев, что где происходит, какие события. Так, ну мы сейчас с вами продвигаемся по улице Комсомольской. Надо съездить на работу. Выходной день. И, в принципе, кое-что у нас забрать. Смотрите, какие у нас шикарные тучки, облака к нам придвигаются, к нашему к алмазной столице. Скорее всего, дождик с грозой. Может быть, и похлеще что-нибудь будет. Ну, как-то прямо вообще серьезно все очень. Но вроде как эпопея с пожаром в поселке Орлах закончилась. В селе Орлах, да. Всем, кто принимал участие, огромное всем спасибо, молодцы, оперативно очень сработали. Прямо все службы подключились, и пожарные, МЧС, и компания Алроса, просто жители города, жители поселка, все участвовали в тушении пожаров. Слава богу, вот дождик вроде как все там дело загасил. И если этот дождь, вот который сейчас я вам показывал, идет в нашу сторону, значит, то хорошо прольет прямо почву. Не дай бог, чтобы ни одна спичка больше не загорелась, ни одна травинка, ни одно дерево. Пусть лучше все стоит мокрое, пусть оно все будет влажным, никаких пожаров, но их нафиг надоели. И так в прошлое лето все в дыму провели, задыхались, блин. Тут тоже 3 дня дым постоял, уже голова утром болит нафиг. Вот, как-то так.
поводу главы района, я думаю, что все просто заблуждаются, что он там был не в адеквате, вел себя как-то не так. Я не думаю. Просто проведите, блин, на такой жаре 35 градусов в сутки нафиг. Не емши, не спамши, блин, в тушении вот этих пожаров. У вас еще не так язык будет заплетаться. Поэтому, наверное, зря наговаривают на человека. Вот. Ну, это лично мое мнение. Вы там смотрите, думайте сами. Друзья, сегодня 4 августа. Мирнинцы почтили память погибших шахтеров на руднике Мир. Вот. И, конечно же, была целая делегация, возложили, конечно, цветы. Ну и помянули их память минутой молчания. Сейчас мы с вами подъедем к мемориалу памяти шахтерам, а также просто памятник шахтеров там расположен. Вот здесь напротив рудника Мир. Кто не знает, вот я вам сейчас покажу это место. Вот такое памятное место здесь организовали компания Алроса, город Мирный. Вот закладочный комплекс, вот рудник Мир. Вот такой вот сделали. Здесь мемориал, памятник шахтеру. Вот видите, свежие цветочки возложили. Так, ну что еще нового в нашем городе? Погода изменилась, наступил сезон дождей. По ночам идут дождички такие приличные. Очень сильно повлияло, конечно, это на пожароопасную ситуацию в Мирнинском районе. И пожар был локализован. Как доложил наш руководитель нашего района, значит, что пожар в районе села Орлах локализован. И что самая хорошая новость нашим ребятишкам: 3-й сезон в пионерском лагере Орленок будет. Обязательно будет. Дети поедут отдыхать. Может, это уже будет не так, конечно, весело, потому что погодка, сами понимаете, такая уже пасмурная, дождик. Ну, в общем, все равно. Я думаю, что дети найдут чем заняться, тем более это такой шикарный пионерский лагерь, это просто обалдеть. Я бы с удовольствием, сейчас бы мне скинуть годков так 40, я бы с удовольствием поехал туда. Че, питание, игры, развлечения, блин, конкурсы, что там только нету, песни, пляски, кино, вообще просто обалдеть. Лагерь это что-то. Вот такие новости в нашем городе. А что еще? Да, кстати, тут на днях, по-моему, с 17 числа, с 7 по 17 пройдет веломарафон. Веломарафон будет в онлайне. Это как будет проходить? Грубо говоря, вы устанавливаете себе на телефон приложение Adidas Sport, по-моему, или что-то типа того. Вот. Ездите, там есть определенные условия на велосипеде, гоняете, короче, засекаете там время, расстояние, за какое время вы его проехали. Можно делать небольшие перерывы, там не более 1 минуты на километр. В общем, потом все эти данные отправляете в оргкомитет, и потом на основании этого там победители. Вот как-то так. Ну все, друзья, на этом наш короткий выпуск сегодняшний вот заканчивается.
Подпишитесь обязательно, если вы забыли подписаться на наш канал. И оставьте внизу вот такой лайк. Не забывайте, лайк это обязалово. Ну, можно вот так, если не понравилось, короче. Потому что чем больше вот таких лайков, или таких, или, ну других не бывает, да. YouTube распространяет наши видео. И много людей, еще больше людей узнает о нашем городе. Алмазная столица, город мирный. До новых встреч! Ой-ой-ой-ой-ой.